становились студентом? Ну, это долгая история. Ну, стал же как-то кандидатом наук, замдекана. Ну, это было 15 лет назад, в 2002 году стал студентом. Как зашел в ВУЛК, ну, это в то время был ЕГУ, в 2002 году зашел в ВУЛК, и до сих пор оттуда не выхожу. Да. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «Город женщин». И в преддверии Дня студента мы решили сегодня пригласить студентов, преподавателей и будущих студентов, чтобы узнать, чем же сегодня живут студенты, чем сегодня живет университет. И прямо сейчас у меня в студии в гостях Айтал Яковлев, кандидат исторических наук, заместитель декана по науке исторического факультета СФУ, научный сотрудник мультимедийного комплекса «Моя история». И давайте начнем немножко с истории. Да? 25 января. Почему именно этот день считается Днем студенчества? Ну, вот этот праздник имеет такую глубокую историю. Если так брать, то где-то эта история с Татьяной. Она была христианкой в III веке. Там у нее был, скажем так, мягко конфликт с язычниками. И в христианской культуре она вот этот день, вот 25 января, она оставила свой след, и этот день считается вот именно святым днем имени Татьяны, потому что прежде всего мы празднуем и отмечаем именины всех Татьян, всех Татьян поздравляем с наступающим днем Да, именин. поздравляем. А если говорить про конкретно Россию, историю России, то в 1755 году был основан Московский государственный университет. Это первое высшее, заведение высшего образования в России. У нас начинают появляться профессионалы, квалифицированные профессионалы высшего уровня. Те люди, которые, ну, как сказать, помогали государству развиваться. Это было 1700, во времена Елизаветы Петровны. И если говорить об университете, высшем образовании, да, зачем высшее образование обществу и вообще государству? Высшее образование там готовит не просто профессионалов, но и еще и ученых, научные какие-то, вот, собирают научные знания, производят научные знания. Делают такие важные открытия. Да, важное открытие. А самая главная задача науки – это систематизировать знания о мире. То есть все, что мы знаем в формате системных знаний, да, взглядов, это все называется наука, и оно начинается в университете. И потом уже выпускники университетов попадают в институты и продвигают науку, например. Хорошо, может, давайте пройдемся в диванчик. И вот я хочу узнать, вот вы мне сказали, что с 2002 года вот вы пришли в УЛК, и оттуда, как вы сами говорите, не выходили. Ну, не буквально. Ну, я поняла, да. Был студентом, ассистентом кафедры, старшим преподавателем, доцентом. И вот мне факультет доверил такую большую должность, как замдекана. Да, вот давайте мы немножко поностальгируем, да, и вы можете как-то сравнить студенчество тогда и сейчас? Какие есть отличия? Гигантские. Ну, я не говорю, что там была просто вот пропасть, да. Сейчас у студентов больше возможностей в том плане, что они могут путешествовать, ездить на стажировки, делать какие-то научные проекты, и самые, научные проекты, которые они могут, скажем так, современным языком монетизировать, получать какие-то гранты на свои исследования. В наши времена это было трудно. И, например, если говорить с точки зрения, какой был студент раньше и какой сейчас, то сейчас пошли студенты, которые уже знают, что хотят от университета. Уже знают, что... Уже знают, да. И зачем им это высшее образование. Ну, есть, конечно, там те люди, которые говорят, я пока еще не определился. Вот так. Да, вот возвращаясь к истокам, да? Первые студенты Якутского государственного университета, да, какими они были? Ну, у нас есть фотографии, если говорить конкретно про наш исторический факультет и вообще высшее образование в Якутии. У нас высшее образование в Якутии появилось 85 лет назад. В прошлом году был большой юбилей. 85 лет высшему образованию. То есть, как я говорил, именно 85 лет назад в Якутии начинают появляться профессионалы высшего уровня. То есть Якутия начинает обеспечивать себя кадрами всех уровней. И в науке, и в промышленности, и в школах. Потому что школа является базой для высшего образования. Это факт, это никуда не денешься.
И начиная с 50-х годов у нас получается не просто пединститут, а университет, статус университета, классического университета, то есть классические гуманитарные предметы. И если вот посмотреть на фотографии, да, 30-е годы, вот, например, да, там были, если посмотреть, то тут уже такие возмужалые Да. люди. Ага. Ага, и Это вот времена- во сколько лет они поступали, начинали учиться, получается? Так, ну, конкретно в 30-е годы, ну, в 20 лет, как разношерстно. Там были люди, и кому как 20 лет, 30 лет. Такая картина у нас сохранялась буквально вплоть до 70-х годов 20 века. И отличие тех лет от современности, да, то, что учебный год начинался 1 октября. 1 октября. 1 октября. Не И 1 сентября, а длился? 1 октября. 1 октября на следующий год, до следующего года, летом заканчивалось. Да. А почему решили перевести на 1 сентября? Может, вы это знаете? Ну, к сожалению, ну, какие-то вот эти графики, наверное, программы меняются, то есть объем программ. То есть, когда человек чтобы больше вместить, больше да, чтобы вместить. учебный год был длиннее. Да. Ага, это количество часов, предметов, вот в таком формате. Вот это здесь у нас первые кружковцы исторического Что такое кружковцы? факультета. Кружок — это место, ну, где собираются студенты. можно По сказать, интересам. По интересам. А вы знаете, какие были кружки? Вот кружок там по литературе, может, что-то. Ну, у нас, опять же, говорю за свой факультет. На историческом факультете, например, был знаменитый кружок «История», где вот ковались все современные историки, все современные доктора наук, например, Анатолий Игнатьевич Гоголев. Он, например, всем известный, да, вот, он был одним из кружковцев. Да, и вот, например, если посмотреть, тут очень, ну, это мне фотография очень нравится, Да. потому что, вот, смотрите, это одно из первых занятий Якутского пединститута. Можно увидеть там слово «пи», пединститут, столы, преподаватели. И можно заметить, то, что вот настолько была большой тяга к знаниям, то, что, видимо, там было холодно, но все равно в верхней одежде, но учатся, да, вот если присмотреться Да-да-да. фотографии. Если помните, нам говорили, когда мы были школьниками, старшее поколение учителей, они говорили, самое главное, чтобы в школе было тепло. Ага. Да, вот это такой вот историческая память, может быть, да, коллективная память какая-то. А самое главное, чтобы было тепло и много света. И много да. света, да. А сейчас требования поменялись и говорят, чтобы главное был интернет, там, проекторы, какие-то интерактивные доски. Вот так. Да. А вот что для вас университет? Может, пару слов мне хотелось бы знать. Ну, для меня университет — это, ну, работа, хобби, любимая работа, потому что я там встретил, опять же, свою жену, работаю с коллегами, да, воспоминания. Ну, Вот одни из говорят лучших, же, да. да, одни из лучших впечатлений, воспоминаний в жизни. Вот когда я училась, я думала то, что я вот вставала очень рано, ехала на автобусе до университета и думала, когда же это закончится. И казалось, что это было так долго. А вот сейчас я оглядываюсь назад, и кажется, что просто махом пролетело вот именно вот это вот великолепное время. Ну, можно сказать, что у меня еще и профессиональная деформация. Я был студентом 5 лет, а сейчас работаю с преподавателем уже чуть больше, чем был студентом. И кажется, наверное, что, ну, в студенчестве было веселее, легче. И как-то вот... Да. Вот, дорогие студенты, цените свое время, наслаждайтесь учебным процессом. Айтал Игоревич, большое вам спасибо за Вам беседу. Большое спасибо, что показали такие интересные кадры. Всего вам хорошего. А далее у нас будет сюжет, и мы узнаем, о чем же мечтают нынешние студенты. Студенческая жизнь полна ярких моментов. Это не только возможность стать отличным специалистом, но и проявить себя творчески, а также обрести хороших друзей на всю жизнь. О чем же мечтают современные студенты и какие цели ставят перед собой? Сейчас и узнаем. Большая мечта — стать квалифицированным учителем, так как я учусь на педагогическом образовании английского языка. То есть я хочу стать хорошим учителем английского языка. Сейчас я учусь на связиста. В дальнейшем хочу обеспечить жителей города бесперебойным интернетом и хорошей связью. Я сейчас учусь на экономиста. Ну, сейчас, вот именно сейчас, я не думаю, что я буду сидеть и работать в банке. Для меня сейчас целью и какой-то, наверное, мечтой является открыть свое дело, и чтобы оно мне очень сильно нравилось, и чтобы оно также помогало другим людям.
Мечтаю о счастливой жизни, мечтаю о большой семье, мечтаю, чтобы была у меня любимая работа. Не только работа, но и увлечение, чтобы эта работа была мне как и увлечение, и как работа основной доход. Например, я могу поставить целью работать над тем, чтобы Якутия стала цифровой Якутией, как Сингапур и так далее, Северный Сингапур, чтобы здесь IT развивался. А если я хочу уехать, например, раньше у меня много было целей глобальных, сейчас уже я между нахожусь. Я хочу стать высококвалифицированным профессионалом своего дела, выбрать узкую специальность. Например, сейчас я интересуюсь офтальмологией, хирургией, кардиологией, но еще не определилась. У меня очень много целей, я сейчас над этими работаю. Развиваться дальше, учиться. Я очень люблю учиться, люблю и заниматься новыми какими-то новой какой-то деятельностью. Для меня как-то так вот. В профессиональной деятельности я хочу быть компетентным, хорошим специалистом, устроиться на хорошую работу, чтобы иметь финансовую независимость, чтобы работа приносила удовольствие, чтобы на нее хотелось идти, чтобы все эти хорошие вещи. В будущем я бы хотела продолжить свою деятельность в сфере технологии и дизайна и обучать и этому, мастерству, этому предмету наше будущее подрастающее поколение. Я уверена, что в будущем у меня все получится. Я стану хорошим врачом, любящей и любимой женой, матерью. И я считаю, что у каждого человека, помимо всех этих целей, есть свое предназначение, которое заложено Вселенной. Я очень верю, что я свою миссию Вселенную выполню. Как же радует слышать от нынешних студентов такие осмысленные, такие важные слова. А далее я хочу пригласить Марину Федотову, доцента физико-технического института СФУ, и девушек-ювелиров Даяну Эверстову и Викторию Тимофееву. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас с кафедры технологии обработки драгоценных камней и металлов. Да? Мы попозже нашим телезрителям покажем эти великолепные украшения, которые вы принесли. И давайте пару слов о работе кафедры. Сейчас на кафедре у нас около 100 студентов. Они у нас занимаются по 2 направлениям, учатся. Это технология гранильного производства, первое направление, и технология ювелирного дела. Те студенты, которые у нас учатся по технологии гранильного производства, они учатся огранять настоящие природные алмазы. Наша лаборатория гранильного производства находится в здании реально работающей компании Apple Diamond. И прямо в производственных условиях проходят у нас занятия, студенты там обучаются. Прямо все, кто приезжает, наши гости, всегда бывают под большим впечатлением, потому что не все, скажем, люди, очень мало людей, которые в руках держат настоящие природные якутские алмазы. А гранит из вас кто, девушки? Ты очень любишь украшения, да? Лучшие друзья девушек — это бриллианты, поэтому ты выбрала, да? Здорово. Когда я выбирала, кем я стану, когда вырасту, было очень актуально именно выбирать профессию экономиста, юриста, да? А сейчас я вижу молодежь, она такая более творческая, и, наверное, и на вас это сказалось, что сейчас наверняка у вас студентов стало больше. Знаете, действительно, вы правильно говорите. Наше поколение, например, мечтало, чтобы стать учителями, врачами и так далее. А до нас поколение мечтали, наверное, стать космонавтами. А сейчас действительно молодежь, она очень творческая. Эти цифровые технологии и так далее, они не замещают творческого подхода, то, что люди руками делают, своими мыслями, творчеством, идеями вдохновляются. Они лишь дополняют. Например, у нас студенты ювелирного дела очень творческие люди. Да. И один из примеров здесь находится. Виктория, по вам видно, что вы очень творческая. Расскажите, сколько тебе лет сейчас? Мне сейчас 22. 22. Ты уже заканчиваешь, да? Да, мы с ней последний курс. Последний курс. И расскажи, как ты выбирала?
Почему именно вот ювелирные украшения? Ну, как и любой девочке, мне с детства они нравились. И еще, когда я рассматривала списки кафедр, в которые хочу поступить, то мне очень понравились предметы нашей кафедры. Они были все очень творческие. Творчество, лепка, живопись. Это действительно. Да, вот. Да, ювелирное дело, мастерской они работают. У нас отличная ювелирная мастерская, лаборатория. Вот прямо они приходят и занимаются. Да. прямо А вот интересно, например, если вот я решила поступить, да, я вот поступаю, и через сколько мне уже дадут сделать настоящее украшение? Или это вот надо вот сколько-то лет проучиться, и уже потом я могу? Или сначала мы только эскизы делаем? Вика? Сразу. Сразу? Да, нас сразу учат выпиливать металл. Сначала простые фигуры, как круг и так далее, но лобзик, вот сразу профессиональные инструменты сразу предоставляются на первой неделе. А сразу золото даются? Нет. Сначала мы работаем с с металлами, которые типа медь и латунь. Они ближе к серебру. Вот. Хорошо. Потом уже А вот серебро. насчет бриллиантов? Насчет бриллиантов. Да, как вот ты держишь в руках этот ткань. Какого размера они бывают? Они вообще очень маленькие, да. маленькие? Примерно 2 миллиметра и так далее. Тогда у тебя, наверное, какое-то вот специальное это, да? Большие какие-то очки. Нет, Нет? мы используем 10-кратную лупу для бриллиантов. Ага. Ну и человеческий глаз получается. Да. Вот я знаю, что в огранке бриллиантов там чем больше граней, тем он более ценный. Да? Или есть какие-то определенные техники? Есть классическая огранка КР-57, круглая, с 57 гранями. Она актуальна, потому что у нее, 57 граней это тоже много, и игра света у нее очень красивая, чем в остальных. Там, где меньше граней, там меньше блеска. А что у нас больше всего ценится? Вот какой бриллиант самый дорогой у нас? Где сколько граней? КР-57. 57. Хорошо. Давайте посмотрим украшения наши. Так, они просто великолепные. И они такие еще, знаете, такие современные, да? Такие. Так, Да. давайте, а с чего мы начнем? Ну, здесь у нас, например, календарь. Так, это якутский календарь. Это календарь вечный. Вот я, к сожалению, точно не могу сказать, как именно функционирует, но здесь есть вот этот бычок. Ага. У нас вот так вот поворачивается, показывает месяц. А вот эта палочка, она вот... Да, это дни, а это числа. месяцы. Ага. И вот таким образом... Вечный, да? Да, вечный. Здесь использовалось дерево и серебро. А, это серебро, да? Это серебро. Очень, очень красиво. Так, а вот это вот очень интересно. Вы мне до эфира сказали, что это такой трансформер. Да, он на магнитах, значит, это работа Коли Татаринова, и получается, что вот так вот отсоединяем, и получится вот такая штука. Вот так Давайте мы вот так вот, чтобы видно было. видно. Так, это у нас подвеска, да? Да, это сережка. А, это сережка. это сережка, А у нас где можно- трансформируются сережки. Вот Да, посмотрите. вот так вот можно в таком вот. виде, и вот так вот, И вот, и двумя магнитами. можно с ними. Можно с ними и без них вот с этим. Да, и прямо вот такая инженерная мысль, да, они магнитики собираются. Вот так можно вот на вечерний выход, а без них давайте мы их снимем. Это у нас оргстекло. Оргстекло, а вот так на рамка. повседневку А можно это носить, серебро. да? Так, и к нему И к нему у нас есть вот такая... такое ожерелье, скажем, да, Ожерелье, тоже самый принцип такой же. она тоже так же Да, трансформируется, да? тоже отсоединяет легким движением руки. Вот Оно таким образом. отсоединяется. И вот получается так, да? вот так вот простенькая вещь. Получается вот такая вот интересненькая. Да, здорово. Так, дальше. Так, дальше у нас работа Гермогеновой Ани. Здесь по мотивам северных украшений северных народностей с использованием серебра, бусин и вот агат. И агат. Серебро, да? Ожерелье такое называется солнце. северное Солнце. Мне кажется, вот прямо с черным платьем это будет очень так элегантно, красиво. И вот эти вот украшения студенты делают от начала до конца полностью От сами. начала до конца сами. Ну, где-то в последнее время стали использовать 3D
моделирования, но в основном это здесь ручная работа. Полностью Ручная работа. ручная очень работа. ценится, да. Да. Так, а вот это вот у нас уже более классическое украшение. Да, это у нас работа Прокопьевой Фелицады. И она использовала здесь 1117 камней. 1117 камней. Ставила это все Ставила. вручную. Мгм. Очень кропотливая работа. Ой, мне хочется прям посмотреть. Это у нас получается такой в национальном стиле, да? Или как? Это растительный орнамент и такой фольклорный стиль. Да, а вот эти камушки, они прям... Камушки, они кубической цирконии, они не очень дорогие камни, но, естественно, можно выполнить и в более дорогом варианте. Хорошо. И вот это вот, кто автор этого? Так, ну, это я. здесь Давай. больше расскажешь. Расскажи, пожалуйста, что это? Это декоративные очки. Они выполнены из искусственного камня, из на остатков кухонной столешницы. Или Да. нельзя? Остатки кухонной столешницы? Да, белые. Они немного трудно одеваются. Я вот так подержу, то и мало ли, да, уроню. И из стекла. И что они вот с собой означают? Это более такая бионическая форма. Я искала красоту именно в форме, а не в конкретном смысле. Вот. И в стиле очень современном, contemporary art, да? Направление. Да. Вот такое. Да. И вот сколько нужно времени, чтобы вот от и до сделать украшение? К примеру, это я делала очень интенсивно и где-то за 4 дня полностью от 9 до 7 вечера где-то сидела и выпиливала. Ты сама? Я думала, ты там на станке так шик-шик-шик делала. Нет. Похоже на кораллы, да? Морские кораллы. Здесь какая-то идея у тебя была, да, Вика? Я, наверное, немного отошла от темы комаров. У меня изначально была дипломная работа на тему комаров, и от них немного, наверное, форма перешла. Вот, девушки, вот вы уже заканчиваете вуз, и кем вы видите себя? Да, вот у вас такой творческий порыв, да, такие классные работы у вас. Кем вы хотите стать, когда вырастете? Я бы хотела стать очень хорошим специалистом, чтобы прям гордиться собой. Гордиться собой. Да, и стать более известным даже на мировом уровне. Ты вот дизайнер украшений, да, Да. больше? Как дизайнер украшений. Хорошо. А ты? Меня очень интересует 3D-моделирование. Я хотела бы стать 3D-дизайнером, возможно. Также я склонна к научному подходу, поэтому тоже думаю пойти по научному или по 3D-моделированию. Да, большое вам спасибо. Мне было очень интересно посмотреть на вот эти работы. И желаю вам успехов, да, пусть все то, что вы сказали сейчас, пусть это все сбудется, пусть ваша кафедра пополняется такими же талантливыми детьми. Большое вам спасибо за интересную беседу. Спасибо большое. Для себя совсем не женские профессии. Сейчас я приглашаю в студию Марину Попову, студентку автодорожного факультета СФУ, и Светлану Чердонову. Она студентка инженерно-технического института. Добрый день, девушки. Здравствуйте. Ну вот, как я уже сказала, да, то, что мужские профессии, да? И, первый вопрос, я хочу знать, много ли у вас девушек у вас на курсе в потоке? В нашем инженерно-техническом институте около 60% составляют парни, а около 40% девушки. То есть не так уж по половине почти что. У нас на факультете где-то 90% составляют парни, и только 10% являются девушками. И у нас на курсе 9 девочек. Сколько? 9 девочек, да? Вот когда вы выбирали, да, вот когда заканчивали школу, почему выбор пал именно на эти факультеты? В старших классах я начала увлекаться дизайном домов, комнат, мебели. И когда я пришла в приемную комиссию, мне посоветовали кафедру технологии производства
деревообработки и деревянных конструкций, потому что там можно изучить проектирование мебели. И поэтому я туда пошла, чтобы стать проектировщиком мебели. Проектировщиком мебели? Да. Это, ну, как-то вот как-то вот женские, они же там, ну, такой, типа, может, учителем стать, там, психологом стать, да, вот именно вот проектировщик мебели, да, почему, ну, вот с детства ты, может, хорошо рисовала. Ну вот в старших классах я начала изучать 3D-моделирование, и там можно создавать концепции комнат, мебели и домов. Но вот все равно творчество присутствует, да? Да. Хорошо. А у тебя как было? Как это все произошло? Я попробовала работать с измерительными устройствами, нивелиром, теодолитом. Мы вычисляли, измеряли, изучали Землю, и мне это очень понравилось, и это очень затянулось, поэтому я решила, что для меня это подходит. Подходит. Да. А вот сейчас в вашей учебе, ну, что дается легко, что, вот какие есть трудности, может быть? Вот это вот я хочу, чтобы те, кто сейчас нас смотрят, да, те, кому только предстоит этот выбор, были к этому готовы. В основном наша учеба состоит из расчетов, чертежей, проектов лабораторных. И у кого удается хорошо вычислять, то тому получится хорошо. Да, у нас точно так же. Да, мы очень много вычисляем, очень много чертежей делаем. И также работаем уже в лаборатории с первого курса, с грунтами. И, ну, это очень интересно. Хорошо. Вам все сколько лет? 21. 21? Мне 22. Вы тоже вот уже вот-вот закончите, да? Да, я 3-й курс через год закончу. Да. И я бы хотела, вот, далее кем вы себя видите? Кем вы хотели стать? Ну, после учебы я, как и говорила, планирую стать проектировщиком мебели. Может, ты откроешь свою фирму? Возможно. Я тоже интересуюсь проектированием автомобильных дорог. Это очень интересно. Ну, проектирование — это тоже творчество, да? Девушки, большое вам спасибо, да, что вы рассказали, да, то, что вот нет таких прямо ограничений мужские и женские профессии. Я думаю, своим примером вы это показываете. Я желаю, чтобы то, что вы пожелали, ну, вот сейчас ваши пожелания рассказали, чтобы это все сбылось. Дорогие телезрители, а далее у нас будет совсем короткая реклама. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Город женщин». И сегодня, в преддверии Дня студенчества, мы пригласили студентов и преподавателей. Но я думаю, будет правильно, если мы также пригласим в студию будущую студентку, а также узнаем, какие же есть у них сейчас возможности. И я приглашаю в студию Татьяну Стручкову, куратор и преподавателя СФУ, и Луизу Бариеву. Она у нас учится в 10 классе. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ты школьница, у нас 10 класс, да? И какие у нас есть возможности в университете для профориентации, да, для дополнительного образования школьников? Скажите, пожалуйста. Ой, наш университет, конечно, плотно работает со школьниками. У нас, во-первых, есть и факультет довузовской подготовки. Там могут те студенты, которые по баллам не прошли, пройти подготовку. Также могут школьники сами, которые живут в городе, могут подготовиться к сдаче ЕГЭ. Также у нас постоянно проходят профориентационные курсы. Потом у нас в университете вот уже 3-4 год работает наша школа, лицей, специализированный учебно-научный центр при университете СУНЦ. Называется. Директором у нас работает Федотова Милана Егоровна. Мы уже выпустили 2 класса. И в этом году у нас 4 профиля работает. Физико-технический, математика и IT направление, потом
биология с экологией и химико-технологическое направление всего. Вот, я думаю, то, что многим родителям будет вот интересно вот именно то, что ЕГЭ, да, скоро. Вот сейчас те ребята, которые 11 класс, они вот за какой период нужно прийти вот именно начать готовиться? Они с сентября уже вас учатся или вот даже сейчас к вам могут прийти и записаться? По поводу факультета довузовской подготовки, это уже первый набор идет с сентября месяца, где-то можно поступить. Потом есть каникулярные курсы, весенние курсы есть. В школу к нам, в лицей, к нам поступают после 9 класса. После 9 класса, то есть это вот прям как школа-школа, вот там можно учиться? Да, мы набор делаем со всей республики, потому что у нас есть интернат, иногородние школьники, которые хотят получить хорошее образование и закончить школу с высокими знаниями глубокими, да, и хорошо сдать ЕГЭ, они приходят к нам, поступают. Это тестирование? У нас экзамен, вступительные испытания идут в 2 тура, 3 этапа. То есть первый этап у нас будет в марте, 25-го начнутся вступительные 25 испытания. марта, да, запомните. За неделю мы начинаем прием документов. На сайте СВФУ есть все документы, которые надо приложить к заявлению. Потом это первый этап. Ну, первый этап, когда вот сдают, если, например, Он такой заочный этап, да? Нет, ребята приезжают и сдают вступительные экзамены по математике и плюс профиль. Например, физика-математика, значит, математику сдают профиль и физику сдают. Потом, если математика IT, значит, математика и информатика экзамены идут. Если биология, экология, значит, сдают математику и биологию. Химико-технологический профиль сдает математику и химию. Вот, Луиза, а ты что сдавала у нас? Я учусь по химико-технологическому профилю, поэтому я сдавала химию и математику как профиль. Вот ты уже вот знаешь, да, какую профессию выберешь? Я точно знаю, что я буду продолжать учиться в СВФУ и что я пойду по профилю химии, но точно какую профессию я еще пока не решила. Вот профориентация. С какого класса уже ребенок может прийти к вам заниматься, чтобы вот правильно сделать свой выбор? Свой выбор? Ну, выбор можно сделать на любом этапе вообще развития ребенка, да? Некоторые уже с садика знают, я буду кем-то, а некоторые в 11 классе, обучаясь, все равно вот хочу этим, хочу тем заниматься, много вот это от ребенка самого зависит, поэтому на любой возраст он подходит для профориентации. Надо уже начинать знакомить детей с профессиями, какие есть. Хорошо. Луиза, вот чем ты занимаешься вот кроме школы? Мне интересно. Кроме чем школы... сейчас живут десятиклассники, тоже же интересно знать. Ну, мы посещаем свободные элективные курсы, какие мы выберем, а также секции, дополнительная физкультурная нагрузка. Физкультурная нагрузка. Хорошо. А много учеников в классе в СУНСе? Поскольку там детей набираете обычно? Ну, по стандарту. 24 ребенка в классе. 24 ребенка в классе, да? И вот они все выбирают, и они все учатся в одном классе, и у них там делятся, да, именно по занятиям? Да, школьный курс, они проходят базу, да, школьную базу, все 24 ребенка проходят, как в школе учатся, а потом после обеденное время оно для профиля. Ага, и у них там типа уже есть элективные курсы, да, дополнительные, которые они выбирают. У нас всего в СУНСе 27 элективных курсов. А вот когда дети приходят, в основном вот к чему идет тенденция? Что больше сейчас выбирают дети у нас? Что школьники? Вот какое направление им сейчас больше интересно? Ну, тоже детей много, интересов много, разные, поэтому все направления, в принципе, они очень актуальны. Набор идет, вот в этом году мы должны набрать 4 класса по 24 ребенка, поэтому конкурс всегда бывает. А вот там тоже 9А, 9Б, да, вот так? Ну, там у нас
ФТ, МИ, Б, ХТ. А вот если я, допустим, мамочка, да, сейчас смотрит наш эфир, и она тоже захочет записать ребенка к вам, но не в СУНС, а вот просто, да, на доп. Образование, например. И она может сейчас прямо записаться? Или это нужно вот готовиться, чтобы поступить в сентябре? Ну вот сейчас весной будут каникулярные курсы. Надо на сайте посмотреть, позвонить, узнавать. Через сайт все. Через сайт, да. Татьяна, поздравляю вас с именинами, да, вот завтра же 25 января. Желаю вам процветания, чтобы вы были здоровы и чтобы у вас было много-много хороших, благодарных учеников. Луиза, желаю тебе успешно закончить учебное заведение и определиться с профессией, да, и чтобы она тебя всю жизнь радовала. А далее мы посмотрим небольшой сюжет. С 2005 года Татьянин день официально празднуется как День российского студенчества. Именно здесь, в культурном центре «Сергеляхские огни», идет полным ходом активная подготовка к нему. Давайте же скорее посмотрим. Я знаю, что вам интересно. Вам же интересно? Тогда пойдемте. Изначально эта дата с 1755 года отмечалась как день основания Московского университета, но со временем она стала особенной и для всех студентов России. В главном университете Якутии также ежегодно организаторы стараются создать атмосферу праздника. Я, как выпускник Северо-Восточного федерального университета, всегда с огромной радостью отношусь к такому событию, как Татьянин день. Ежегодно наше награждение, отмечаем лучших студентов, отмечаем лучших выпускников, отмечаем лучшие учебные подразделения, общежития, подводим итоги уходящего года, презентуем планы на грядущий год. Трудно, наверное, отыскать студента, который не знает о существовании такого праздника. Это возможность собраться вместе, вдохновиться и смотивировать себя на достижение успехов в учебе. И не только. Вот у нас студенчество прямо имеет отдельный праздник. Это именно тот день, когда мы в действительности можем увидеть наиболее ярких ребят, увидеть, кого отмечает руководство нашего университета. И просто проникнуться атмосферой этого праздника. Ежегодно студенты показывают лучшие номера, готовясь к ним с особым волнением и трепетом. Ведь смотреть на них будут любимые преподаватели и руководители, которые были свидетелями их развития, и в свое время они выпустили не одно поколение студентов. Каждый человек в своей жизни проходит этот этап студенчества. И, конечно же, сейчас в очень хорошее время живем. Время креатива, событий каких-то. Поэтому, в принципе, сейчас студенты такие продвинутые в этом плане, так как информационное поле у нас очень широкое, большое. Татьянин день – это всегда настоящий праздник молодости, красоты и сладкого предвкушения светлого будущего. Студенческие годы – золотое время. Цените каждое мгновение этих дней, которые останутся в памяти на всю жизнь. Благодарю Маргариту Макарову за такой, знаете, такой вдохновляющий и немножко грустный даже сюжет. Я прям окунулась в свое студенчество. Да, действительно, это одно из самых незабываемых и лучших времен в нашей жизни. А далее я хочу пригласить Полину Ноеву, художественного руководителя культурного центра «Сергеляхские огни». Добрый день. Добрый день. Да, вы мне вот по секрету рассказали, что вы не часто ходите на интервью, и я очень рада, что вы согласились сегодня быть у нас. Волнуюсь. Волнуюсь. И по секрету я вам расскажу то, что в конце эфира у нас будет дефиле. Обязательно его посмотрите. Добрый день. Добрый. Да, вот давайте мы немножко поговорим о деятельности культурного центра. Да, как могут там себя студенты реализовывать? Да, очень золотая пора студенчества, молодости. Ну, студенты нынче у нас креативные, активные, продвинутые.
И, значит, у нас в культурном центре «Цергеляхские огни» для этого существует около 20 студий, кружков. 20 студий, да, здорово. Где звездный состав у нас преподавателей. Вокальный ансамбль «Цергелях» Сулустара ведут народные артисты Республики Якутия Екатерина и Алексей Егоровы. Да. Ансамбль северных танцев Любовь Алексеевна Никитина, народный ансамбль танца «Ситим», Надежда Андреевна Попова, Михаил Захарович Вцивцев, ансамбль бальных танцев. Бальные танцы? И там прямо они студентов обучают, да? Да. У меня же мечта танцевать бальные танцы. Поступить, что ли, заново, да? Да. И другие. Ой, здорово. И вот любой студент, который изъявит желание развиваться творчески, он может прийти и просто записаться. Да. У нас всегда обычно бывают осенью в начале творческого сезона кастинги. И вот студенты у нас нынче активны, ведь поэтому они приходят, хотят развивать свой талант, свои способности, но приходят и записываются, проходят кастинг и занимаются, и развивают свои таланты. Да. Сейчас у нас будет совсем короткая реклама, и далее мы продолжим разговор с Полиной Ильиничной и немножко даже узнаем о Мисс Якутии, да, о конкурсе, и также посмотрим дефиле. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин», и сейчас моя гостья, легендарная Полина Ноева. Вот я хочу вам рассказать, да, поделиться. Я вот была маленькой девочкой, да, и я всегда, вот, когда вот у нас наступал вот конкурс красоты, газеты же у нас выпускали всех участниц, и вот где-то у меня вот эти все вырезки, я вырезала всех участниц и думала, что вот, может быть, когда-нибудь и я, да, приму участие. Конечно. И каждая вы, девочка мечтает. Каждая девочка, да. Да. Вот раньше, ну как-то вот это же было так прямо как, ну не знаю, как мечта, да, вот именно каждой девочки. И я знаю, что вот именно вы, да, ну являетесь одним из первых людей, который вот начал это у нас, да, в Якутии. Расскажите, пожалуйста, вот про это время. Я начала свою красивую деятельность давно, в далекие 1993 году. Даже вас не было наверняка, может быть. Мне было 4 года. Да. Вот, значит, случайно на творческом вечере моего друга Владимира Корякина-Индигирского меня познакомил с Андреем Кольцевым, когда с полгода, как он открыл театр Модаико и нуждался в хореографии. Вот, и в тот вечер он был одет в рубашку из ткани, как у меня юбка. Я думала, ой, это знак, поверила. Это же смешно, но все равно это факт. Ну да, знак, конечно. Да, и мне понравилась его фраза: «Я не знаю, чем вы будете заниматься, но девочки должны ходить». Это значит, свободу выбора он дал мне, поэтому с этого момента пошло-поехало. У нас как только нормально получилось, вот контакт. И первый набор я сделала в 1994 году, весной. Я помню, как это было так волнительно и так далее. Очень много девочек подошли. Я, в принципе, поменяла немножко концепт. Раньше, если Андрей сам выбирал, значит, из числа студенток, то я тут как бы это возраст поменяла на помало уже 13-14 лет. Смотрите, мы увидим фотографии. Да, от Алены Алексеева, Юлиана Деряхова. Проводили вот фестиваль моды Сахара. Да. Вот я помню этот фестиваль. Да. Он был как-то большой. И девочкам здесь примерно по 15 лет тогда, да? Да, где-то так. Вот все наши красавицы. И сейчас они все мамочки, даже многодетные есть. Как-то и карьера у них получилась, ну, достаточно хорошая. А вот сейчас вы поддерживаете отношения, да? Как-то вот... Да, ну, как поддерживаю? Ну, просто я как бы так поддерживать, как бы... Ну, в Инстаграме, например, в том же. Ну, да, где-то так, когда попадете, тогда радуюсь их успехам, скажем так. Ну, вот продвигать, да, в республике то, чего до вас не было, да, это же вот так дерзко, да, вот модельное агентство, вот как вот это, ну, вот, и даже вот то, что вот она в основном составе АИКО, это же было так престижно, вот да, как это вы делали?
словом. Девочки скажут, подтвердят. Обычно же всегда же как-то так убеждаешь. И я всегда говорю, что каждая девочка рождается своей короной. И, может быть, даже в течение жизни, может быть, как-то теряет эту корону и так далее. И всегда смотрится на меня как на зеркало, и тогда в отражении свое и так далее, через мою призму. И когда человек уверен, что он красив, всегда же как-то так это... Да. Все равно внутри у каждой девочки сидит вот это, что она принцесса, правда, красиво, хотя она это внешне, может быть, не выражает. Даже сейчас у меня группа есть дам, которые 50 плюс и так далее, в принципе, они говорят, вот в наше время такого не было. И вот сейчас они уже воспитали своих детей, уже карьеру как бы это поставили как бы на русло и так далее. И сейчас они в расцвете сил. Да, в расцвете сил и хотят вот свою вот женственность, свою красоту вот сейчас как бы. Это замечательно. Ну вот вы, получаете, и сейчас, да, в этой красивой сфере, модельное агентство «Кампус». Да. Да, вот, студенческий театр моды называется. Студенческий театр моды. Сейчас много там у вас воспитанниц? Есть. Но обычно как-то много не беру, потому что как-то все равно же до каждого должна дойти. Поэтому если много, это получается, что не очень есть хорошо. Ага, ну вот. Как-то я вот горжусь своими воспитанницами и очень горжусь тем, что вот на нашем основном фестивале, всероссийском фестивале, Российская студенческая весна, вот в течение последних 5 лет мы каждый год побеждаем. Да. Да. Студенческая весна, она же вот проходит всегда в разных регионах проходит. В 2015 году начали свой победный как бы ход. Это было во Владивостоке, коллекция Анжелики Кириллиной, богемная Якутия. Потом был Казань с Августиной Николаевной. Потом, значит, Тула, Петра Яковлева коллекция была. Потом Айталины Сафрониевой Хлопковая коллекция. И в прошлом году всегда давно мечтала коллекцию как-то выпустить на российские эти Сарданы Алексеевой Заболоцкой. Да. И каждый раз ставим новые постановки, как бы удивить жюри. А я еще вот заметила, что сейчас дети такие красивые прямо, да? Все такие высокие, да? Вы как-то они вот изменились же, да? Фигурами такие прямо. Время диктует своих красавиц. Вот я вот сейчас, немножко смотрю на наших девушек, которые вот скоро нам покажут дефиле, да? Еще вот мне интересно, с первого курса можешь записаться к вам? Да. С первого курса. И прям до 5-го курса? Нет, но бывает, что они записываются, но, с другой стороны, в принципе, все равно, значит, они должны упор сделать на учебу, правда? Ведь бывает, типа, что у нас такие затяжные трудные репетиции и так далее, в принципе, поэтому девочки говорят, типа, что выбирают учебу, поэтому как-то отходит от нас, как бы. Но те, которые выдержали эту нагрузку, и меня, и учебу, остаются верными до конца. Вот, если они поступают в модельное агентство, да, что у них? У них есть дефиле, да, какие-то уроки, или как это вот у вас? Или перед мероприятием, может быть, вы как-то встречаетесь? Нет, это у нас занятия. Да, по расписанию. Значит, обычно всегда фитнес у нас. Все равно же нужно как-то осанку поставить. Конечно, да. Потом, значит, азы дефиле, как стоять на каблуках щадяще, получается. Если просто встанешь и так далее, в принципе, все равно какие-то эти нагрузка на каблуки, это очень как-то очень долго ходить. Вы сами наверняка знаете, что это сложно на каблуках стоять очень долго. Вот, и потом еще есть такая вот программа «Риторика», где мы немножко читаем стихи. Риторика даже, да? Потому что она не только красивая, но еще и может выразить себя красивым слогом. Допустим, нет ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый, ни наглой белизной сверкающий алмаз. Не подошли бы так лучистости суровой холодных ваших глаз, как этот тонко ограненный, хранящий тайны черных руд, ничьим огнем не опаленный, ни в что на свете не влюбленный, темно-зеленый изумруд. Наверняка наши телезрители даже вот через экран чувствуют. А я вот сижу полностью вот в этой вот атмосфере, прям мне хочется вот так сидеть, прям как хочется рядом с вами быть такой настоящей леди. Очень приятно, спасибо. Да, давайте посмотрим на ваших воспитанниц. У нас сейчас будет дефиле, и мы посмотрим образ современной студентки. Не смотри вниз. Так,
Так, это у нас получается деловой стиль. Да. В таком образе студентка, куда она может прийти? Экзамены сдавать, наверное. Нет. Ага. На презентацию. На презентацию. Да. Хорошо. А следующий у нас образ, это у нас casual. Да. А в таком образе... Ой, какие красивые девушки, а? Это у нас спортивный, повседневный, да? 1,82 м. 1,82 м. Без каблука. Да. Ой, какие красавицы. Так. У меня есть такая, с первого сезона нашей передачи, вот так рядом вниз встаю и измеряю рост. А вы меня взяли к себе в агентство? Конечно. Ну вот, давайте мы пару слов узнаем о наших девушках. Давай. Как тебя зовут? Меня зовут Диана Петрова, я студентка второго курса Чуть поближе. Института естественных наук. Я будущий географ. Будущий географ. Да. Географ, ты уже решила, да, что вот именно географ. Хорошо. А чем ты еще увлекаешься? Ну, я состою в театре «Моди Кампус». И все. Хорошо, замечательно. Как тебя зовут? Меня зовут Мария Иванова. Я студентка 4-го курса Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. Ты будущий специалист по гостиничному и ресторанному бизнесу. Да. А тебе сколько сейчас лет? 21. 21. Выпускник. Выпускник. Ага. Меня зовут Спиридонова Аина, я студентка 2-го курса филологического факультета, я будущий журналист. Ты будущий... я уже журналист, я хотела рядом с тобой встать. Так, девушки, я хочу вам тоже задать пару вопросов. Расскажите, пожалуйста, какой у вас график, да, как вы учитесь, да, чем живет сегодняшний студент, какие у вас интересы, чем вы еще занимаетесь, кроме учебы? Кроме учебы я посещаю театр мод, кампус, и также состою в профсоюзной организации студентов филологического факультета, являюсь активистом. Все. Хорошо. А вы, девушки? Так как я выпускной курс, помимо учебы и помимо посещения театра мод, я уже пишу дипломную работу, и поэтому так распределяю свое время, чтобы было удобно. Хорошо. Я только состою в театре «Моди Кампус» и учусь. Да. Хорошо, так вы красиво все подобрали, да, прямо этот. Этот у нас проводить презентации, да, а этот образ у нас для чего? Да, можно, в принципе, пойти в кино, прогуляться. Да. Хорошо, и третий образ у нас уже для отдыха, да? Для спорта. Девушки, давайте мы еще раз на вас посмотрим. Сделайте, пожалуйста, еще так проходочку по кругу. По кругу. Посмотрим. Замечательно. И давайте раз у нас, уже совсем день студенчества, да, Татьянин день. И давайте каждая что-то пожелает нашим студентам. Давайте с вас начнем. Хотела бы пожелать, чтобы наши продвинутые креативные студенты совмещали свою учебу, также раскрывали свой талант и осознанно тратили свое время на свою жизнь и были счастливы. Да. Здорово. Мы хотим поздравить всех студентов и Всероссийским днем студенчества. Желаем вам удачной сдачи сессии, и чтобы вы учились только на хорошо и отлично. Ну что, я присоединяюсь к этим поздравлениям. Пусть сессии даются вам очень легко. Пусть во время студенчества, в эту прекрасную пору вы нашли своих верных, настоящих друзей, да, чтобы у вас все получалось. Будьте с нами в Инстаграм. Хороших выходных. Всем пока-пока.